На внеочередной сессии парламента депутаты обсуждали два вопроса. Постановление об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и постановление об обращении к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Эти вопросы, которые мы хотим вынести, они должны выноситься, потому что они очень актуальны сегодня, на сегодняшний день. Что касается ковида, что касается энергетики, мы ни от них никуда не можем деться. Если что-то отдельно мы, как депутаты, можем высказаться пока по поводу каждой из этих проблем, то я думаю, что мы не напрасно сегодня собрались. Группа депутатов предложила альтернативный проект постановления по антиковидным мерам. Озвучил его депутат Лаша Ашуба. Кроме того, он предложил принять обращение парламента к Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации с просьбой оказать содействие в борьбе с COVID-19. Народное собрание парламента Республики Абхазия обращается к вам с просьбой оказать содействие в вакцинации населения Республики Абхазии вакцинами российского производства, командировании вахтовым методом квалифицированных медицинских специалистов учреждений здравоохранения Российской Федерации для помощи врачам Абхазии. Хотелось бы уточнить, что здесь речь идет не о военном госпитале, а речь идет о гражданских врачах, которые нам оказывали активно помощь в ковид-госпитале в Гудауте. Была такая практика. Третий пункт. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протокол лечения новой коронавирусной инфекции. Это так называемые препараты, вернее, с названиями Артлеги, Актемра и так далее. И четвертый пункт. Командирование вахтовым методом специалистов по обслуживанию и ремонту компьютерных томографов и рентгенаппаратов. Депутат Валерий Агрба высказался против данного обращения. По его мнению, поднятые в нем вопросы в компетенции исполнительной власти. Все, что вопросы в 4 пункта, которые расписаны в проекте обращения к постановлениям к Федеральному собранию, как и нижняя, так и верхняя палаты, это вопрос сугубо непосредственно исполнительной ветви власти. Кроме того, Валерий Агрба предложил перенести каникулы парламента на март 2022 года в связи со сложной эпидситуацией. Однако депутаты отклонили данное предложение. Основная полемика развернулась вокруг вопроса, касающегося кризиса в энергетической отрасли. Депутат Батал Тапагуа выступил за то, чтобы голосовать за каждый вопрос повестки по отдельности. Вместо того, чтобы рассматривать вопрос здоровья, вы превращаете это в политику. Вариант حالا چای با گبزر آورده شرای نگن چقدر سرش خود اوسان پشیزدار قد سرش خود یا خچر گیت سرش خود بخشرا میاره ناس آوردش کوسنه آوردو بس خود حرح خراشه بخشرا زمیاره. В ответ спикер парламента Валерий Кварчи обвинил некоторых депутатов в том, что они намеренно срывают заседание. Я сделал заявление, что некоторые депутаты планомерно в течение 4 лет срывают работу нашей сессии. Не дают нормально работать. 2-3 человека. Один человек, самый главный действующий лицо, это Батал Тапагуа. Я просто уже хватит это, слушай, хватит. После бурных обсуждений депутаты все же приняли повестку и удалились на перерыв, чтобы составить общий проект постановления по антиковидным мерам. После перерыва уже доработанное постановление зачитал Алхаз Джинджолия. По мнению депутатов, действующие в стране антиковидные меры недостаточны, в связи с чем президенту и премьер-министру рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты, запретить проведение свадебных, культурных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий, как в закрытых, так и на открытых площадках. Приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений. 11. Руководителям органов госуправления, государственных учреждений, организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых служебных обязанностей с сохранением заработной платы. Рекомендовать руководителям негосударственных организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Текст постановления об антиковидных мерах прокомментировал Валерий Агрба. Он высказал свои замечания по нескольким пунктам. Осуществить и по мере возможности ускорить необходимые мероприятия по закупке и доставке вакцин от коронавирусной инфекции. Во-первых, употребить в нашей ситуации термин «по возможности»
по возможности не приемлем ни в каком виде. По моему мнению, нужно писать экстренно, в какой-то кратчайший срок. И не только в вопросы вакцинации, а приобрести препараты, такие как Актемра или Альтрегия, которые сегодня важнее людей, уже которые заболели и которые умирают. Премьер-министру вторая часть. Обеспечить регулярное информирование о работе Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Кого информировать надо? Вот здесь пропущено. Парламент, население, кого? Ну, как-то надо это тоже откорректировать. В итоге постановление об антиковидных мерах было принято. В него также будут включены предложения Валерия Агрыба. Следующим вопросом депутаты рассмотрели обращение парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетике. В проекте обозначены наиболее острые проблемы отрасли и представлен ряд рекомендаций. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет президенту Республики Абхазия совместно с Кабинетом министров Республики Абхазия, уполномоченным центральным органом государственного управления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить в Народное собрание парламента Республики Абхазия стратегию развития энергетической отрасли Республики Абхазия и оперативные меры по экстренному выходу из энергетического кризиса республики, в том числе методы снижения годового потребления электроэнергии на 500 миллионов киловатт-часов. Рекомендовать президенту Республики Абхазия до 1 августа 2021 года принять указ о запрете предоставления провайдерами интернет-ресурсов майнерами для добычи криптовалют. Постановление не набрало достаточного количества голосов. Не было принято и обращение парламента к Совету Федерации России и Госдуме. Это было последнее заседание весенней сессии парламента. После летних каникул народные избранники приступят к работе в сентябре. Эсма Гуланзе, Арина Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.